Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 8 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Итак, у нас карта дня Паж Пентаклей. Что мешает нам реализовать вот все то лучшее, что день несет, это у нас тройка кубков. Что помогает, это аркан нулевой, главный, старший, шут. А теперь для отношений карта, для работы, для финансов. И дополнительно у нас цыганская колода будет подсказывать события. Итак, Паж Пентаклей. Карта, которая говорит о том, что день сегодня будет касаться, скорее всего, каких-то новых планов, новых людей. Для кого-то, у кого есть дети, это очень важный день для детей. И вообще в этот день мы будем стараться все доводить до конца, мы будем стараться использовать любую возможность заработать, мы будем, возможно, обучаться каким-то новым практическим навыкам, чтобы вот именно руками мы что-то могли делать, да, или, может быть, просто навыки по зарабатыванию денег. Какое-то новое направление, может быть, придет идея такая, как озарение, может быть, как бы человек какой-то подскажет, да, может быть, на кого-то будем ориентироваться, то есть, может быть, за кем-то повторять будем эту идею, да, но в любом случае у нас карта, которая говорит о том, что будет все стабильно идти, возможно, медленно в некоторых вопросах, не так быстро, как хотелось бы, ну, в том числе эта карта и с деньгами связана, да, то есть, может быть, не в такой мере придут деньги, как хотелось бы. Может быть, хотелось бы, чтобы больше было денежек, да? Так, что еще можно сказать по этой карте? Паж Пентаклей. Это у нас Венера в Тельце, да? Это вот все, что связано с комфортом, с уютом, с деньгами, все, что связано с подарками какими-то. В общем, все, что связано с общением комфортным, стабильным, этот день нам принесет. Давайте теперь посмотрим, чего больше всего будет касаться. Но больше всего будет касаться каких-то дел творческих, дел, связанных с интуицией, дома. Может быть, это работа на дому. Это может быть работа, связанная с женщинами и женской темой, женские товары, женские услуги и так далее. А также эта тема может быть связана с какими-то там психологическими практиками, да, или магическими практиками, или что-то связано с эзотерикой, да, в общем, очень даже здесь может хорошо получиться этому научиться или в этом направлении двигаться, да, может новое дело какое-то открывать. Карта больше всего связана со стабильностью и с зарабатыванием денег, и меньше с отношениями. В отношениях тоже все ровно и спокойно, может быть, и придется как-то как бы искать точки соприкосновения и стараться уладить, может быть, какие-то взаимоотношения. Давайте посмотрим по отношениям. Да, может быть, будут вопросы стабильности, вопросы финансовой безопасности, вопросы денег подниматься. Теперь что может этому препятствовать? Тройка чаш. Карта говорит о том, что этому может препятствовать слишком такой перекос в сторону отдыха, в сторону праздника, когда мы не решаем какие-то важные вопросы, а стараемся от этого уйти в какие-то приятные вещи для нас. Да? Это могут быть какие-то посиделки с друзьями, с семьей, это может быть вкусная еда, выпивка и так далее. Вообще стараемся вместо того, чтобы работать и развивать эту сферу, стараемся как-то слишком праздно время проводить. Или, допустим, кто-то из родителей может уходить полностью в сферу жизни своих детей и забывать про себя. Либо, может быть, уходим в заботу о семье, муже, о жене и так далее, и забываем про себя. Вот это все препятствие для того, чтобы хорошо реализовать этот день. И карта удачи, да, у нас нулевой аркан. Нулевой аркан говорит о том, что нужно забыть обо всем, что было, и вот
представить себе, что мы вообще вот только родились на свет и вообще ничего о себе не знаем. И пробовать просто на практике все свои способности, таланты. Вот все, что позовет нас внутри, в душе, да, что вот откликнется, то и пробовать. Но пробовать именно с практической стороны. То есть не раздумывать об этом, не думать, где у меня какой талант, а просто вот сразу пробовать. Получилось — развиваем. Не получилось — идем дальше. Следующую какую-то способность развиваем. Ну и вообще вот эта карта у нас связана всегда с интернетом, с сетями, да, то есть, может быть, развиваться в этой сфере, либо тут новые какие-то технологии, новые открытия, может быть. Ну и также карта говорит о том, что неплохо было бы сменить свой имидж, может быть, во внешности что-то поменять в одежде. Также карта говорит о том, что, может быть, у вас есть способности к организации каких-то торжеств, там, свадеб, каких-то как бы организации таких мероприятий, где присутствует много людей. Вот для кого это важно, вы можете этому научиться и очень успешно на этом зарабатывать деньги. Теперь посмотрим, что касается отношений. Здесь у нас выпадает 8 жезлов. Карта говорит о том, что в отношениях будут очень быстрые какие-то перемены. Либо кто-то вот что-то напишет очень важное для вас, придет какая-то новость от близких людей, знакомство может быть очень хорошее, причем сразу с несколькими людьми, да, которые понравятся. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что действительно можно завязать отношения надолго. Человек, скорее всего, будет обязательный, либо из многих знакомых нужно будет выбрать человека, который будет согласен не просто на встречи какие-то кратковременные, да, а вот именно на долгие отношения, на брак, на детей и так далее. Человек, который способен брать на себя ответственность. Вот нужно выбирать именно такого. Причем в этот день как раз есть возможность. По 8 это вообще значит, по судьбе будут люди даны, и вот от выбора, от нашего будет зависеть, вот насколько мы себя ценим, насколько мы готовы строить отношения и отдавать в них, то есть насколько готовы брать ответственность сами и насколько рассчитываем на ответственность других людей, вот от этого будет зависеть, какая будет наша дальнейшая жизнь. То есть выберем безответственного человека, будем, но это тоже будет надолго и будем мучиться, да, выберем ответственного человека, опять же, здесь все нам на благо может поменяться. Теперь для тех, кто в паре. Но здесь вот опять же тема детей, карта говорит о том, что скорее всего, очень важные будут вопросы, связанные с детьми. Так, что именно тут у нас связано с детьми? Скорее всего, оплата каких-нибудь курсов, обучения, приобретение вещей, одежды, да, и так далее. То есть, скорее всего, вот именно денежный вопрос будет волновать, и даже все ваши как бы личные дела, ну, личные отношения отходят на второй план. И знаете, вот можно даже поссориться из-за вот каких-то разногласий по поводу ребенка, там вот есть деньги на ребенка, нет, личная ответственность есть, нет и так далее. То есть здесь вот могут быть какие-то сложности. Кроме того, здесь карта говорит о том, что может быть вы будете, вот если, допустим, у вас нет детей, да, если у вас просто вот пара отношений, то, возможно, вы будете заниматься какой-то активной деятельностью. Это может быть активный отдых, спорт, прогулки длительные, возможно. Также карта говорит о какой-то зависимости, да, вот могут возникнуть темы такие, зависимости партнеры друг от друга. Это касается и денег, это касается детей. Это касается вообще любого абсолютно отклонения от нормы, когда мы слишком уж цепляемся за своего партнера. Карта вот нас призывает заняться собой, заняться развитием своих способностей и учиться зарабатывать деньги, чтобы вот этой зависимости не было. Кроме того, здесь у нас еще, знаете, может быть карта сексуальная, очень такая страстная, да, то есть это тоже тема важна будет. Для тех, кто в ссоре, 8 трифовая говорит о том, что пока что сложно помириться, пока что
возможно, не захочет вас партнер слушать, либо вот те методы, к которым вы прибегали раньше, они не дают результата, и нужно как-то новый подход искать к своему партнеру. Может быть, вам не хватает уважения к себе или наоборот уважения к нему, да, вот нужно об этом подумать. Ну и также опять карты говорят о том, что нужно заняться собой, своей жизнью, и как раз пройдет нужное время, вы сможете потом вернуться к этому разговору и, возможно, помиритесь. Но вот сложно сейчас помириться. Для работы у нас выпадает карта Колесница. Это выход из какой-то сложной ситуации, затяжной. Это может быть окончание карантина для кого-то, да, вот выход из самоизоляции. Либо это просто работа на дому, которая вот развивает ваши способности, таланты, дает возможность заработать денег. И вот как раз вы почувствуете такое облегчение, да, то, что, может быть, кризис в финансовой сфере, в рабочей сфере, он уже здесь заканчивается, и вот можно очень даже как бы быстро этот вопрос решить, может быть, даже удивительно для нас самих. А для тех, у кого нет работы, пока еще в поиске работы, дама пиковая, карта говорит о том, что для вас найдется работа, причем это будет просто как подарок для вас, неожиданный и очень приятный. Для тех, у кого есть работа, девятка трефовая, говорит о том, что здесь либо будет очень много работы и нужно будет как-то так извернуться, да, чтобы все успеть. Либо здесь занятия какими-то профессиональными делами, обучение, может быть, даже, знаете, с элементами творческими какими-то, когда мы вот именно себя выражаем через дело, да, и это дает нам какое-то новое положение, выход на новый уровень, может быть, здесь новая должность, может быть, было, допустим, несколько претендентов на должность, и вот здесь выбор именно очень такой удачный и в пользу вас, да. Здесь также может быть и манипуляция. Допустим, человек, который занимает более высокое положение, он может как-то на вас влиять. Это может быть и как бы положительная манипуляция, и отрицательная, да. То есть смотрите, здесь нужно обязательно быть внимательным, чтобы нами не воспользовались как раз вот нам в минус, да. Может быть, даже от чего-то нужно отказаться, как-то очень мягко уйти от того, что нам предлагают, если нам это вредит. Потому что здесь вполне может быть нам во вред какая-то ситуация для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что возможно представится случай реализовать либо то дело, которым уже занимаетесь, по-новому, да, может быть, это домашняя уже какая-то ситуация, да, то есть, может быть, вы из дома работаете, очень комфортно вам, помогают, может быть, близкие, может быть, это семейный бизнес, может быть, какое-то новое направление, может быть, добавочное, да, дополнительное. Причем вы в нем можете очень сильно продвинуться, и это будет, может быть, даже любимым вашим делом. Но в любом случае здесь все очень комфортно и радует, в общем, не только вас, но и ваше окружение. Теперь для денежек у нас выпадает карта Маг. И карта говорит о том, что будет очень успешно вот в плане финансов деятельность, связанная с говорением, с общением, да, коммуникациями, и деятельность, связанная, знаете, вот с влиянием на других людей. Вот именно это будет приносить деньги, причем ограничений в этом нет. Единственное, что нужно, это верить в себя, это знать, что все в наших руках. И дело в том, что все, что происходит в жизни, оно не так от нас зависит, как от нашего умения использовать внешние обстоятельства. То есть у каждого человека, карта говорит, есть возможность и заработать, и иметь работу хорошую, и все решить с отношениями. Просто одни люди верят в то, что они с этим справятся, что у них есть для этого силы, а другие нет. То есть в пространстве вариантов есть все абсолютно, да, а нам нужно лишь только начать действовать, и все. То есть именно здесь сделать первый шаг, попробовать. И посмотрим, что будет для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что может быть выплачена зарплата сегодня, либо
Для кого-то может быть новостью, что вообще скажут, допустим, руководители, что зарплаты не будет. Или там, допустим, будет, но только в следующем месяце. В общем, здесь какие-то ситуации довольно-таки сложные могут быть, какие-то перемены в плане зарплаты. Либо вот это просто как бы закрытие периода, да, то есть месяц заканчивается для вас, вот в какое именно время вы получаете зарплату, и вот здесь как бы полная выплата. Также здесь может быть и какие-то эмоции отрицательные по поводу ваших денег, по поводу ваших выплат. Может быть, даже как-то себя поведете неадекватно, да, может быть, там выскажете, допустим, что-то начальству или еще как-то. То есть этого не стоит делать, чтобы не сделать только хуже. Для тех, кто своим делом зарабатывает. Девятка. Пиковая говорит о том, что у вас все стабильно, может быть, новые какие-то деньги и не приходят пока, да, может быть, это все в процессе, но в любом случае у вас деньги есть на что жить, у вас есть как бы прошлые клиенты, да, и так далее, вот, ну, кто вам деньги приносит, либо у вас есть отложенные какие-то деньги, вы можете сейчас на них жить. Но в любом случае здесь как-то все стабильно и прицел на будущее, да, то есть на будущие деньги. Так, что еще может быть? Может быть, нужно в плане денег как-то проявить настойчивость. Может быть, даже себя придется уговаривать, да, не то, что других людей. Так, что же самое важное сегодня будет? Самое важное – это туз червовый. То есть самое важное в этот день – активность. Самое важное в этот день – верить в себя, ставить высокие цели, не соглашаться на меньшее. Карта, кстати, выигрыша. Если в руки идут деньги или идет какое-то предложение, не отказывайтесь. Сначала пробуйте. И вообще вот эта карта счастья, когда мы настроены оптимистично. Также вот карта очень часто связана там с огнем, с печами, с кострами. Может быть, кто-то отправится там на природу или там вечерком сделает какой-то себе как бы вылазку такую, да, с шашлыками и так далее. Вот просто у костра посидеть, может быть, это тоже было бы неплохо. То есть это тоже дает возможность почувствовать себя вот единым с миром, да, вот даже вот такие мелочи. Или просто посмотреть на огонь, там на свечу, очень полезно. Вечер при свечах сделать для своего партнера. Тоже очень хорошо. Вот, то есть карта говорит о том, что нужно настраиваться на позитив и самим себе создавать счастье. Друзья, желаю прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.